Всем привет из солнечного Крыма. Включение из Орджоникидзе. Маршрут дня Орджоникидзе, Феодосия, Коктебель, Орджоникидзе. Едем в горы. Давай, братан, газуй. Едем в горы подниматься. Все-таки я думаю, что это скрипит у меня этот не в педалях, а скорее всего втулка. Смазать надо втулочку. Прокатимся по горной местности Орджоникидзе, а потом поедем в Феодосию, Фео-Сити пить кофе. Все-таки думаю, что это втулка. Надо отдать, чтобы посмотрели. Колесо. Может, подшипники смазать надо. Ну, она долго стояла, может, высохла смазка. Все, тащим в горы.
скрипит, как седло. Потертое седло старое. Так, кто-то там впереди идет, кто-то. Жарковатенько, скажу вам так. Подождем сейчас, пускай пройдут чуть дальше, то будут только мешать. Все, поехали. Пробуксовка. Пробуксовка. Что-то я сегодня не заехал. То я обычно заезжаю здесь легко. А сегодня уже спускаться не хочу. Ну, чтобы заново повторить. Что-то этот не хочет помощник ехать нормально. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Да, сегодня не заехал. Просто надо было разогнаться. А я так думал, сейчас как стартану.
Ух ты. Вот такие красоты. Сейчас там станем дальше. Посмотрим видок. Крутим, крутим, крутим. Пробуксовочка. Вот такая красотища. Везде море. Поехали дальше. Тут было, не, осталось вот здесь вот, да, кусочек этот, что его вечно объезжаешь. Спуск.
Нам дальше. По тропе здоровья. Тропа здоровья. Ух, тут камыши какие. Камыши, камыши. Вау, 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 вау. Вау, вау, вау. Узкая тропа здесь. Узкая, узкая, очень узкая. Вау. Так, сейчас надо затащить здесь. А, не затащил. На самый, блин, камень наехал. Фух. Эх. Тут и не затащишь сейчас так. Тут камни. Все, объехали все Орджоникидзе. Теперь выбираемся на трассу. На трассу. И потом прям до Феодосии. Но тоже будем в Феодосию ехать через горы. Горный маршрут. Тут что-то все перекопали, перерыли, что-то ложат, трубы. Частный сектор в конце Орджоникидзе.
Все, выехали. Скрипит втулка. По-любому это втулка. По-любому. Прям на Феодосию. Только не прямо, а направо через горы. Скрипит собака. Когда она же перестанет скрипеть. Джип-туры. Поехали на Коктебель. А мы на Феодосию. Велотур на Феодосию. Вы отправляетесь со мной в велотур по окрестностям Феодосии. Кого-то раздавили, летучая мышь, что ли? Или этот ежик, что-то непонятное, что-то рядом. Иху! Нам здесь направо. Можно подняться сейчас сюда вверх, покататься так именно для разнообразия. Все равно у нас запаса хватает. Так что сейчас поедем сюда наверх. Так, как нам? Прямо или сюда? А, можно прямо. Сюда вот. Дорожка есть такая. Дорожка в горы. Или тропа здоровья. Затащили. Это так себе. На изи. Даже
не вспотел. Но это потому, что турбо, да. Если на ЕМТБ поставить, то тогда будет напряжненько. А если тур, на туре вообще это как на обычном велосипеде не заедешь. Именно в эту гору шанс заехать где-то процентов 10. Ну, то есть надо быть таким именно подготовленным. Не так, что сел и поднялся. Если постоянно катаешься на велосипеде, то в принципе можно и с большой натяжкой, с трудом заехать. Вон мы туда аж наверх сейчас будем тащиться, на самый верх. Фух. Джип-тур гоняет на джипах. Это видно от тех отстал. Отстал от тех. Это четвертый, что ли, или третий. Вот тут только ездят джип-туры и я. И больше никто здесь не ездит. Потому что слабаки все. Не, шучу, я пару раз видел, заезжали эти сюда. Такие джипы, ну типа Toyota, Land Cruiser, по-моему, Mercedes заезжал. Но тут чисто такой надо, чтобы подвеска была выше. Потому что если с низкой, то как бы так себе. Можно дном сесть дном. Вот. Туристы отдыхают, местные собаки. Вот этот чувак поставил машину. А не, нормально поставил. Тащим, не сдаваться. С палаточками там он внизу тусуются. О, минные поля уже были здесь. Друзья. Лошади ходят.
Вот эти джип-туры, они сюда приехали с Феодосии. Посмотри, сколько сейчас на часах у нас. 6:30. Это где-то в 7 будем в Феодосии. Где-то так. Камни под ногами трещат, что-то там отскакивают. На мотоцикле. Давай, давай. На мотоке. Пыляка только. Чем классно ездить на электровелосипеде, тем, что ты можешь ездить везде. По дороге, по асфальту, по грунтовым дорогам, по лесу, там, по горам. Вот в любые горы ты, в принципе, можешь заехать. Только зависит от того, куда тебе надо ехать и насколько тебе хватит энергии батареи. Вот. Плюс ты по горам покатался, заехал в город, на набережную, спокойно заехал, там возле кафешки стал, там посидел, бахнул кофейка или там чего-то еще там. А на мотоцикле что ты? Ты ж не будешь ездить по набережной на мотоцикле. Тебе его надо где-то ставить, идти. А велосипед ты можешь ездить везде. Ну вот особенно электро. Электро классно тем, что ты можешь ездить везде. Вот я же еще раз говорю, да. То есть горы тебе вообще ни почем. На любые подъемы можешь заезжать. Вот этот подъем поднимался я. Но сейчас не хочу. В следующий раз. Вот, поэтому электровелосипед по сравнению даже с обычным велосипедом, это значит то, что время у тебя больше ездить, потому что скорость другая, больше, ну, можно сказать, в 2 раза скорость больше. Это первый большой плюс. И второй плюс то, что ты можешь ездить по горам. Вот. Я что, в Ялте все горы объездил. Ну и езжу. Здесь тоже в районе Феодосии, Коктебеля, везде на все горы я
заезжаю. То есть не так, что стал и иду, а везде именно еду. Вот два больших таких плюса. Это время и горная местность. На обычном велосипеде в горах делать нечего, только надо спуски, то есть на машине или на чем-то поднялся, взял велик и спустился. Вот. Или как он в Красной Поляне эти есть кабинки. В кабинку сел, тебя на высоту кабинка подняла, и все, и ты потом просто спустился, и все. Вот. Поэтому, ну, просто что, они ж дорогие, и не все могут себе позволить. Плюс дорогое обслуживание, трансмиссия дорогая, все это. Поэтому да, они еще у нас не так популярны, развиты, как обычные велосипеды. Там за границей, там да, там прям вообще электро везде. Все катаются на электро. Ну там и стоят они же дешевле, чем у нас здесь. Сюда уже привозят, цена уже другая. Так что как-то так, да. Ну, у меня был же обычный хардтейл, даже нет в двух подвес. Я обычно только на нем катался по асфальту. Все. В горы куда-то, вот даже как я еду сейчас, я себе позволить не мог. Потому что подниматься в горы на обычном велосипеде это жесть. Ну ты в основном его будешь рядом катить. Я в основном сегодняшний тут у нас грунты, камни, колеса 2.8 на 27,5. Да, еще про электровелосипеды. Значит, в основном идут они с батареями 500-625. И этого хватает всего лишь на километров 50. Смотря сколько еще весишь. А если вот так куда-то едешь и в горы еще, то не 50, а где-то 40. Вот. Поэтому еще, да, надо еще смотреть, как я купил сперва еще. Купил первый электрокуб. Он был с 500-кой. И я только ездил, ну если был здесь, то только ездил в Феодосию и назад. Все, мне не хватало в Коктебель. И только потом мне пришлось купить вторую батарею. Ух ты! Тихо! Тихо! Чуть не упал в
в куст, блин. И потом мне пришлось купить еще одну батарею 500-ую. И то на кубитом вешать некуда было вторую батарею. И пришлось чехол там делать, мастерить второй аккумулятор под раму. И я потом только тогда с двумя аккумуляторами начал ездить на дистанции 50 километров, 60. Вот. Так что так вот. Надо еще знать, что покупать. Это я сейчас знаю, что чем больше заряда, тем лучше. А тогда первый раз я не знал. Это сейчас я уже, когда вот второй покупал, я искал специально, чтобы два аккумулятора, может, с двумя был. То есть не чтоб вешать там, мудрить, вешать там. Так. Тут что-то я не прошел сразу, блин. Сейчас, может, пройдем. А может и нет. Да, прошли, ничего себе. Хорошо. Поэтому, когда смотришь электровел, то надо смотреть уже, чтобы сейчас он уже делают встроенный аккумулятор 750, а его хватает ого-го насколько. Так что Yamaha. А лучше всего, да, чтобы больше проезжать, чтобы больше ездить, надо смотреть с двумя. Чтобы был, например, 625 плюс 500, либо 700 там какой-то плюс 500. Потому что одного аккумулятора все равно мало. Так вот хочется куда-то поехать далеко, а никак. Надо только брать с собой в рюкзак вес дополнительный, блин. А так, когда два аккумулятора, вообще песня. 80 км, 85 проехать можно. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Ямасалт! Почти поднялись. Давай, 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 давай. Есть. Фух. Вон мы поднялись. Офигеть. Офигеть. Кто-то там звонит. Ой. Кто-то мне звонит. Алло, добрый день. Добрый день. Гостевой дом смена правильная? Правильно, но в этом году не сдаем. Почему? Собственник другой. И что нам теперь сделать? Нам так расхваливали. Не знаю. Не подскажу. Кабардинка же?
Ну да. А где еще там у вас можно, вы нам не подскажете? В Кабардинке? А какие даты? Сколько вас? Ну, даты, наверное, 7 июля. Ох и трещит. Ох и трещит. Капец. Фух. Жарко. Поднялись наверх. Ох, красота, ляпота. Опа, надо двумя руками, бы тут камни такие прям серьезные. Смотровая наша, сейчас он. Никого нету. Мы одни. Доехали до смотровой. На самом верху. Фух. О! Красота, ляпота. Орджоникидзе, там Коктебель. А мы поднимались с вот тех эллингов чуть-чуть прям сюда. Все, сейчас поедем дальше в Феодосию.
Спускаемся в частный сектор Феодосии. Доехали уже до Феодосии. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Частный сектор. Колеса пыльные. Помыть негде. Но зато видно, что мы с гор спустились с гор.
Ох, и скрипит. По-ровному даже, блин. Скрипит. Что это? Положили что-то. Мошки, падли. Вот эта площадь здесь такая именно огромнейшая. На кофеек едем. Могут еще остановить за превышение. Милиционеры. Сигнализация сработала. Феодосия Сити. Народу так нормально тусуется. Тусуется народу так нормально.